Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24» старая добрая программа «Один из нас». И мне, вот как человеку, который пожил, очень интересно стало. Вот история. Вещь такая, которая не терпит каких-то сослагательных наклонений. История развивается, может быть, по спирали и так далее. Вспомним события начала 20 века, да, когда именно югославские территории стали триггером начала больших таких событий. И сегодняшний наш гость, давайте я представлю, Деян Берич, позывной Деки, строитель, писатель, интернационалист, снайпер. Получается так. Все угадали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что самолет стелс F-117, который сбили югославские зенитчики в ходе конфликта с НАТО, это в 99-м году. Да, 99-й. Упал неподалеку от дома, где вы родились. Ну да, километра 10 у село Буджановці, а я родился в селу Путинці. Это, через поле, это плюс-минус 10 километров упал там. Ну и наши там ребята, которые жили на селу, они на нему танцевали, играли, там пели, разобрали его, там куски этого дорогого стелса стояли на свинярниками, на стаями, где коровы стоят, там позабирали все, что смогли. Но это же очень сильное унижение технологического преимущества Соединенных Штатов. Ведь до этого заявляло, что он невидим. Соединенные Штаты и НАТО много что-то заявляли, потому что воевали против стран третьего мира, у которых не было чем ответить. Югославская армия, она была в Европе одна от самых сильных армий, пока была Югославия. Сначала ее развалили гражданской войной, это было начало события 99-го года. Ну, вообще, начало всех событий в миру, потом, которые происходили, потому что поменяли мировой порядок. Вот НАТО просто отжал дел территории суверенного европейского государства. Вот просто отжал. И армия Косова, албанская армия, которую потом поддерживал НАТО, она 2 года до войны была проглашена в Соединенным Штатам и официально террористической организацией. И за 2 года они с террористической организацией стали ослободилачка армия. Так что НАТО понимал, что они не могут просто ничего сделать и сражаться только самолетами и ракетами, эффекта не имеет вообще никакого. Вот бригада, у которой я служил, 549-я моторизованная бригада, там были русские добровольцы. Вот у нас был, мне кажется, в России всем известный такой Лебедь, его звали русский Рэмбо. Вот мы служили вместе тогда там. Мы потеряли 1 танк, 1 транспортер и там до 10 бойцов за свое то время. А участвовали в очень серьезных боями. Так что они с воздуха не очень сильно сделали. У нас много макета, было много всего, и им нужны были эти террористы, они это понимали. Их просто из террориста привели через СМИ в хорошую армию, хороших парней, и все, так война пошла. Но это изменило все в миру. Когда столкнулись с настоящей армией, они начали терпеть. Но они потеряли очень много самолета, вертолета, очень много бойцов. Ну, конечно, об этом они говорить и не будут. Это не единственный. У них, кажется, Б-52, бомбардировщик тоже был сбит. Он пал у Хорватии, один на самой границе со Сербией, у Spačvanski лес. Еще один пал где-то в Италии, упал, но его подбили. Ну, а F-117, его прямое попадание советской ракетой. У нас Нева называется, мне кажется, система С-200 или что-то такое. Югославия – это уникальная точка на планете, где на самом деле исторически сосуществовали представители 3 религий. Да? Возможно, это представители одного этноса, но Да. религии 3. Православная, католическая, мусульманская. Как вы думаете, вообще возможно ли сосуществование на опыте Югославии 3 конфессий мирно, я имею в виду с опытом Палестины и Израиля? Знаете, абсолютно можно, если вы уважаете друг друга.
Если уважаете друг друга, можно каждый с каждым человеком жить. Если вы хотите быть выше от других, вы хотите быть, там, не знаем, как Богом дана нация, как что сейчас говорит Израиль, или что говорит Украина, или что Америка представляет своему миру, тогда ничего невозможно. Не могут два брата жить вместе, если один думает, что он 100 раз лучше от другого. Русская весна 2014 года. Вы до этого строили олимпийские объекты в Сочи, строителем были. И в 2014 году, после Майдана, начались события русской весны, когда восток Украины заявил о желании не жить по законам националистической Украины. Было такое, да? Было. Я приехал в Севастополь 27 февраля 2014 года. Они себя никогда не считали украинцами. Территорию Крыма никогда не считали украинской. Никогда. Это, я это видел от жителей, которые там живут. Там, мне кажется, я был первым вообще иностранцем, который там приехал и общался с людьми, разговаривал и понял, что вот они были так, они были русские, они себя никогда не считали украинцами. Вот мне рассказывали анекдот, но в Севастополе всегда 9 мая парад, и всегда русская армия там вступала. Один раз за все время существования Крыма у состава Украины украинская армия попробовала сделать парад. Говорят, что это такой позор был. Народ на них свискал, там орали на них, они с позором сбежали. Никогда больше не попробовали провести парад на территории Крыма. То это один большой показатель, потому что уважение к армии показывает уважение к государству. Это большое желание было. Меня часто спрашивают, труднее было с 2014 года до СВО, либо когда начало СВО. Труднее было до СВО. Сейчас война намного жестче, это вообще без никаких вопросов. Намного сильнее, намного более вооруженная одна и другая сторона. Но сейчас, вот я участвовал в СВО со самого начала, и когда ты уходишь на войну, и ты понимаешь, что за тобой, за спиной стоит Россия, и другое. А мы с 2014 года не понимали. Россия открыто никогда не участвовала в, скажем, гражданской войне населения востока Украины с украинскими властями, которые пришли в 2014 году. Знаете как, мы большинство вооружения получали из этого, что брали украинцы, потому что в это время они воевали никак. Было достаточно просто. Но есть возможности, что дел вооружения тоже получалось из России. Я не видел, не могу говорить об этом. Я могу говорить, что я видел своими глазами, и что знаю, что стоит 100% так. Или историческими фактами, которые, вот это факт, тут ничего не сделаешь. Но у нас можно сказать, что Россия участвовала, потому что огромное количество добровольцев, это были люди из России. Вот бывшие сотрудники там ГРУ, всех силовых структур, это были настоящие добровольцы. Вот плюс-минус сейчас, мне 52 года, им 2014 было так. И если это считаем участием России, тогда участвовала, потому что многие говорят на Западу, что спецслужбы участвовали там, но большинство добровольцев это реально и были бывшие военные. Но это не участие. Участие, когда вот как начало СВО, вот армия зашла, показала, как надо воевать, и вот это участие. Помогали, финансировали. Например, я помню, у нас где-то средином 2014 года на границами, где была граница Донецкой области и Украины, мы находили люди, которые умирали от голода. Они реально умирали от голода. И Захарченко нас собрал и сказал, все, вы должны сейчас пробить границу, село Маринка, не Мариновка, Мариновка возле Донецка, люди часто это путают, Маринка пограничный пункт. Должны открыть границу, либо мы все здесь умрем от голода. Потому что они сжигали поля с пшеницей и не позволяли, чтобы что-то вообще было у народа кушать. Вот и мы за 2 дня пробили погранпункт и фуры со гуманитарной помощи, очень много фура пришло тогда в Донецкую республику, прям очень много. И это нас спасло. Потом гуманитарная помощь, лекарства, которых не было, это много значило.
Но это как бы и есть участие России, ну и нету, но это гуманитарная помощь. Так, все это сложно. Интербригады, они были на всем протяжении 20 века. Да? Вспомним Испанию. Интербригады были? Конечно, Были. да. Примерно такие же люди, как вы, да, которые по зову сердца откликнулись на беды другого народа. Смотрите, вы и другие ваши товарищи, интернационалисты, да? А колумбийцы, которые по ту сторону ленточки, по ту сторону ЛБС находятся, да, они кто? Ну, знаете как? Наемники? Ну, я не скажу, что наемники, и не скажу, что по зову сердца. Колумбийцы есть и на нашей стороне. Вот, ну, я не могу говорить, не знаю, могу или не могу говорить, у которым конкретно подразделением они воюют, но мы встречались не один раз. Между ними были люди, которые говорят русский. Мы на одном полигону, сербские добровольцы, колумбийские добровольцы, были вместе, общались там. Вот, по их словам, с другой стороны, в основном приезжают бойцы наркокартела колумбийских. Они здесь проходят на украинской стороне подготовку, настоящую боевую подготовку. Это не полигон, там война идет, война серьезная. И они возвращаются на Украину прям таким настоящими бойцами, это которые выжили, которые умеют пользоваться всеми видами вооружения, которые очень хорошо умеют пользоваться беспилотниками. Я не знаю, в России говорят об этом или нет, но на украинской стороне есть немало колумбийцев, мексиканцы, из Мексики тоже люди из картела, которые подготовляют из Мали, из африканских государств. Есть люди, которые четко подготавливаю работы с беспилотниками. Вот сейчас, когда было столкновение, было очень серьезно в Мексике, там немало людей участвовало, которые прошли подготовку на территории Украины. В Африке сейчас, например, у Мали происходят события последних несколько месяцев, и там четко доказательство, что у них не просто, что они приезжали на Украину получить боевую подготовку. Украинские инструкторы там находятся и вели боевые действия. Когда в Сирии были террористы ИГИЛ, работали там, тоже подготавливались на территории Украины. Так что Украина один большой полигон за много что. Не только за испытание своих новых видов НАТО-вооружения, но и за подготовку своих прокси-американцев. Вот своих, которые нужно подготовить, чтобы где-то был государственный переворот, чтобы знаете, как... Например, возьмем за пример Косово. Косово живет на счет наркотика. База Бонстил на Косово – это самый большой хаб. Из Афганистана тут привозили наркоту, ее там переделали, распаковали, и дальше албанская мафия ее ширила по Европе и финансировала. И выборы в Америке, вот самый большой спонсор, один из больших спонсоров Клинтона вне Америки, это были албанцы, албанские наркоторговцы. И они получают контроль на определенном делу территории в миру, так что дают возможность определенным группами получить вооружение, деньги, все, что им нужно, а за это нужны подготовленные бойцы. Так что на территории Украины сейчас их подготавливаю, и это так Европе лупит по голове через 2-3 года после окончания СВО, что Европа еще не понимает, что происходит. Вы знаете, есть такой фильм «Война снайпера». Смотрели это? Нет, но слышал. Это фильм, который обо мне делала одна американская журналистка. Первое интервью, что она брала у меня, я ей рассказывал, что будет следующих 15 лет. Она сказала, что я радикальный идиот. Такого не может быть. Я ей говорю, только начали беженцы из Сирии приезжать. Я ей тогда говорю, ты понимаешь, что это не просто так. Сирия, Ливия, это уничтожено государства, которые были очень много впереди над европейскими государствами, над Америкой. Говорим о соцзащите, о зарплатами, о возможности этих людей. Их нужно было уничтожить, чтобы они не были примером, да можно жить нормально. Чтобы не был капитализм такой жесткий, как что на Западу есть. И с другой стороны, эти беженцы, их специально Америка финансирует,
фонды Сороша финансируют, чтобы они приезжали в Европу. Она говорит, а зачем им ехать в Европу? Потому что это самый простой способ уничтожить экономику одного государства. Приезжает куча людей, которым ты обеспечиваешь соцзащиту, которым ты обеспечиваешь работу, каква бы ни была. Каждый месяц огромная семья получает кучу денег, а ничего не работает. Если они приезжают в государство, и этому государству ничего не приносят, не платят налоги, не работают, только забирают от государства, но это государство рухнет. Я говорю, их специально направили в Европу, чтобы уничтожить экономику Европы. Америке не нужна сильная Европа. Сильная Европа – это значит сильная Германия, которая в это время была самая сильная, которая начнет сотрудничать с Русией очень хорошо и крепко. А там было ведь вот почти отношения Германии и России, как сейчас России и Китая. Им цель уничтожить Европу. Крайне это будет, когда радикальные группы со территории Украины поеду в Европу и буду заниматься в Европе терроризмом. Она так ржала надо мной. Вот сейчас так и получается. Мы видели из Марокко, как хлынули эти беженцы в Испанию. Смотрите, вы сказали, что, вернее, вы участвовали в противостоянии востока Украины, Донбасса, противостоянии Донбасса и Украины с 2014 года, и вы участник специальной военной операции. Насколько изменился подход и с той, и с другой стороны? То есть вы с 2014 по 2018 год воевали с одним, с 22 по текущий момент страна воюет с другим, да? Насколько они изменились? Ну, изменилось очень сильно. Вот сейчас вообще-то война меняется из месяца в месяц, потому что война всегда в мире была это такой большой, не знаю, как правильно на русском сказать, ну, за время войны сильно развиваются технологии. Это всегда было так, и сейчас это идет. Например, война с 2014 года сильно отличалась с войной 2022 с СВО, когда начался, потому что до СВО это было локальные стычки, кроме нескольких больших котлов, которые сделали Иловайс, там Дебальцево, такие. А с СВО начала настоящая война, как у Великой Отечественной войны, вот прям техника, люди, сила, вот это идет, воюется. А потом беспилотники, они начали менять вообще свою систему ведения боевых действий. И беспилотники, мне кажется, из месяца в месяц становятся лучшим, становятся другим. Им надо подготавливаться не только воевать с ними, но и как от них обороняться. Это тоже достаточно важно. И она очень сильно меняется из дня в день. И вообще непонятно, как это все закончится, что до конца этой войны будет произведено с одной и с другой стороны. Мне просто так быстро движется, эта технология очень быстро, как это закончится, не знаю. И война вообще отличается из месяца в месяц. Сейчас не говорим о годами, вот прямо реально из месяца в месяц. Вот последние 2 года, наверное, вот как начали беспилотные летательные аппараты пользоваться на фронту, все меняется очень быстро. Война для вас кончилась, и вы стали фермером, да? Да. Да. Ну, вот о мирной жизни давай немножко. Ну, знаете как, война войны, но жить и надо. Потому что если вы приедете в пекарню и скажете, я воевал, они говорят, ну хорошо, это все хорошо, но хлеб заплати, так что надо работать. Я не получал ничего от государства, никогда ничего и не просил. Ну, был добровольцем и был, и хорошо. Значит, надо работать. У меня кум мой, Сергей Пускепалис, актер, был такой, он погиб, когда нам возил машину на фронт. Он мне помог построить цех, маленький такой, мини-цех, и я делаю мясо холодного копчения, вяленое мясо, по нашим традиционным сербским рецептам. Вот и я, и жена работаем, и за нас двое хватит. Вот. Там обогатиться не можно, плюс-минус у нас где-то 150 тысяч в месяц мы получаем это как зарплату. Ну и мы, в принципе, довольны. Мы простые люди, живем в селу, и работа, она
za ljude koji bili mnogo na vojne, im nužno čem-то заниматься. Нужно работать руками, мозгом, неважно. Нужно работать постоянно. И у нас работа с утра до вечери. Вот, и это не позволяет мозгу уходить где-то на сторону, возвращаться всем этому плохому, что было на войне. Просто позволяет работать. И работа, она очень нужная после войны. Вот прям это, по мне, это самая лучшая реабилитация, что может быть. Работать. Ну да, если еще ты работаешь с чем-то интересным, с чем-то, что тебе нравится, а я когда был маленький, это я не придумал ничего особенного. Вот просто у нас у каждом селу дома было свое хозяйство, и мы зимой готовили это мясо холодного копчения. Вот и сейчас этим просто занимаюсь. Про вашу книгу, Леки. Вот, я написал несколько книг. Одну перевел на русский язык, потому что ее прочитал человек, который был на войне у нас, и говорит, это самая лучшая книга о войне, которую он прочитал последних годов. Такой серьезный человек. Говорит, давай напечатаем на русском языке. Ну, хорошо, давай. Сделали, перевели. Это война, которая говорит о первых 15 дней войны с НАТО. И вот Сергей Пускипалис, о котором говорили, он читал книгу 6 раз. И говорит, первый раз он начал читать и говорит, ну, там непонятно. Говорит, ты читал каждую страничку, каждое слово. Говорит, нет, я читал как сценарий. Знаешь, 2-3 странички, там нельзя. Там, это книга, там события, которая 15 дней сажет в одну книгу. Там история, там рассказано, зачем война началась, кто эту войну начал, как уважение, неуважение, отношение офицера к военным, военных к офицерам. Потом он ее прочитал второй раз, прям вот как надо читать книгу, от слова до слова, с пониманием. Говорю, ну да, совсем другая книга. Потом он приезжал к нам и в Донбасс с гуманитаркой, говорю, я по дороге еще раз прочитал ее, но она открылась мне с другой стороны, потом еще раз. Ну, по мне это не художественное дело, а историческое. Вот ее надо сохранить как историю. В Сербии она запрещена. Ну, официально нет. А если вы попробуете ее продавать у книжной лавки, сразу приедут все возможные службы, там типа налоговая инспекция, тржечная инспекция, и все, закрыли книжную лавку, так что люди не продают. Но в России очень много этих книг продано. Постараюсь прочитать. Леки, вы по специальности снайпер, да? Снайпинг – это, ну, вершина военного искусства, когда мозг одного человека противостоит мозгу и умениям другого человека. Да? Вот мне кажется, что истории снайпинга очень мало уделяется внимания азиатскому снайпингу, да, в том числе и якутскому, потому что Федор Хлопков, Иван Кульбертинов – это то, без чего невозможно представить снайпинг 20 века. Вот ваше отношение к якутским снайперам, пожалуйста. Ну, мое отношение к якутским снайперам будет сейчас на 2015 год. Когда был Дебальцевский котел, к нам и пришли добровольцы, 2 добровольца из Якутии. Одного зовут Фил, ну, позывной Фил был, второго забил. Если смотришь, дружище, тебе большой привет. Попробовал связаться, с ним не получилось, живой, слава Богу. И перед этим, 2014-го, когда были на Иловайску, тоже были 2 снайпера, но они были постарше. У нас не получилось подружиться, потому что мы вот просто шли в бой, сражались, и они потом где-то пропали. Ну, можно погибли, можно ушли, я не знаю. А с этих 2 мы служили в одном подразделении. Мы служили у службе безопасности Министерства обороны ДНР, и у нас были так достаточно серьезные задачи. Мне понравилось их отношение к вооружению, которое я всегда считал, что винтовка на войне – это лучший друг. Не твой сослуживец, не никто. Вот прям твое оружие – он лучший друг. К нему надо относиться как к самому родному. Его надо уважать, и пазить, и любить, и гладить, и все, чтобы оно работало в любой момент. Значит, к нему нужно отношение быть хорошее. Вот они так относились к винтовке, очень уважительно относились к своим сослуживцам. Всегда были готовы вот стать вот рядом с тобой, когда тебе трудно. Это не важно, да ли это в бою,
ili posle boje, ili когда надо сесть и покушать, и выпить и кофе, там чай. Очень людское отношение. Это за меня лично это очень важно. А по вопросу истории, ну, svim нам это очень известно, как бы азиатские снайпера, якутские особенно, потому что Якутия славилась всегда своими снайперами. Но дело в чем? Мы разговаривали о Василию Зайцеву, но он стал известный не только Людмила Павличенко, например, не только потому, что их Советский Союз пропагировал, а что Запад о ними услышал и начал говорить. На Западу снайпер – это реклама их армии. Здесь всегда старались со снайперами мало говорить, потому что потом охота всегда за ними и шла. И если ты случайно попадаешь... Ну, я тоже был не публичная личность. Пришлось стать публичным из-за события в Сербии, потому что сербское правительство начало сильно давить на мою бывшую семью, там издеваться над ними. Вот пришлось говорить, вот вы, я нахожусь здесь, на Донбассу, если вопросы есть, приезжайте к мне. Но не приезжали, несколько раз покушение было, все происходило. Ну, силом прилика стал публичный. Вот и потом мне Александр Сладков сказал, вот ты стал публичным? Ну, стал. Вот сейчас ты должен, ну, как видите, умею говорить исторически так достаточно хорошо подготовлен, можно сказать, учился хорошо. Говорит, ты должен стать сейчас человеком, который будет на Балканах, на Западу говорить о событиях здесь. Потому что там пропаганда будет очень сильная. Получилось, что он был прав. Это был еще 2014 год. А так мы стараемся быть где-то там в тылу невидимыми. Можно, это одна вот причина. Но по мне это большая ошибка. Потому что о героях надо говорить. Вот о герое любой войны. Вот СВО, я, честно сказать, мое непонимание Министерства обороны. Вот у нас куча героев на СВО, вот огромное количество героев. А у нас нет о ними больших документальных передач, которых должно быть и на всем каналами. Вот все каналы государственные должны минимум раз в неделю делать большие передачи. Сейчас есть на Первом каналу одна передача, которая ее водит Руслан Осташко и забили меня ведущие, я извиняюсь, где реально приезжают герои и говорят, ну это коротко и общее. Надо больше показать, что это просто люди. Это просто люди, от которых большинство просто ушло, потому что понимают, что надо защищать родину. Понимают, что с другой стороны вот настоящий фашизм, нацизм. Вот о этим людям надо говорить. Это же самое надо о якутским снайперам. Вот я смотрел фильм один на одном фестивале о Великой Отечественной войне, «Редов Черин» называется. Вот его сняли в Якутии о якутским снайперам. Но их мало, их очень мало. Считая, сколько вот Якутия по количеству жителей, она маленькое государство, если считаем республика, если считаем количество жителей. Но она республика с кучей героев. Вот вы вчера получили 13-го героя России. Это что-то, чем надо гордиться, об этим людьми надо говорить. И о снайперами как бы тоже. Но это как вы сами сказали, вершина. Ну, это вершина, да. На самом деле. Покажите, пожалуйста, вот нож, который прогремел на весь мир после памятного... Сегодня я получил этот нож у правительства Якутии. Говорят, что этот нож, вот он, его дарят каждому солдату, который возвращается с СВО, который уволнен, каждому якуту. Ну, значит, если это дарит каждому якуту, а мне подарили, как, ну, я гражданин России, но все равно серб по происхождению, за меня это была очень большая честь. Вот прям такое. Знаете, это за меня это как награда. Я всегда награды считал не потому, что они имеют общее значение, но потому, кто ее дал и за чего дал. Так что за меня это будет вот так отделено в моей коллекции стоять. Так что... А с Тутой вы знакомы, да? Лично нет. Но слышали? Лично, ну, конечно, наслышан. Но мне кажется, ему наслышан весь мир. Потому что он
простий якутский человек, и он не сражался с простым украинским человеком. Я не знаю, вы знаете историю этого украинца или нет, это спецназовец, который был огромным человеком, и он его победил в рукопашном бою. Ну, это показывает силу воли, желе жить. Спасибо огромное за исторический и не только экскурс, да, и за отношение солдат от той войны, которая идет за умы. Я считаю, за умы, потому что мы сейчас воюем за умы наших бывших сограждан. В Советском Союзе мы ездили в Украинскую ССР, Киев, Днепропетровск, Одесса, Львов даже были советскими городами. Там жили обычные советские люди. Сейчас волей пропаганды, волей каких-то кукловодов, та сторона по ту сторону Днепра, это уже не наши люди. Ну, знаете как, мы не должны сейчас воевать за умы этих людей там. Мы должны сражаться за умы молодежи здесь. Потому что они там свое проиграли. Они уничтожили государство, еще это не понимают, но через несколько лет будет им понятно, что они сделали. Но с этой стороны еще очень много людей, которые поддерживают Россию, очень много людей против этой Украины, которая сейчас идет. Но больше, то я могу сказать, что у нас и сейчас на СВО есть добровольцы с территории Украины. И они сражаются не за Россию, они сражаются за Украину. Они сражаются за Украину, какой она должна быть. И они это не скрывают. Они говорят, мы сражаемся за Украину. Я первый раз, когда услышал, такая тревога стала. Подожди, ты сражаешься за Украину, а ты в русской армии. Говорит, а я только так могу сражаться за Украину. Так что мне эти слова, они и дальше в голове звучат, и начали их понимать. А мы должны сражаться за Россию, за молодежь, которую Запад очень сильно старается изменить. Что можно у нас изменить? Ничего. Вот мы такие, как и есть. Мы получили воспитание от своих дедов, от своих отцов, от людей, которые очень хорошо помнили и участвовали в Второй мировой войне. А молодежь это не помнит. Они сейчас хотят жить и просто, не работать и получать какие-то деньги, которые с неба упадают. Такое не бывает. Ты можешь получить много денег только какой-то преступной работы. По-другому никак. Вот за них мы должны сражаться, потому что молодость – это всегда будущее любого государства. Значит, другая Украина, которая не такая, как сейчас, она может быть. Она может, она будет. Она точно будет. Если человек много читает, я лично читал, да, я лично знаю про историю Косового поля, которая в средние века. Человек, который в 20 веке сражался за Косово поле в родной Югославии, потом оказался волей судьбы солдатом России, Деки, я благодарю вас за то, что всегда интересно соприкосновение двух взглядов, двух позиций, двух мироощущений. Мироощущение человека, который воевал и дома, и здесь, на новой родине, оно всегда будет отличаться от того, что испытываем мы, сугубо гражданские люди. Да? Поэтому понятно. Спасибо, что пришли, посетили, проявили уважение к нашим воинам, к нашим великим снайперам. Будем рады видеть вас на турнире огневой подготовки, который будет проходить осенью. И от всех телезрителей я бы хотел еще за этот исторический небольшой экскурс, да, и про НАТО в 99-м, и про прошлые еще века сказать спасибо, как человек, который просто читал. Я постараюсь обязательно прочитать вашу книгу, потому что... я вам доставлю. Да, война в Югославии в конце 20 века – это одно из событий, которое, еще раз, сделало мир таким, когда существует СВО. Спасибо, Деки. Да, пожалуйста. Программа «Один из нас». И сегодня у нас в гостях был воин-интернационалист, фермер, строитель, снайпер, писатель. Простый человек. Просто человек. Сербский человек, наш человек. Деки. Увидимся ровно через неделю.